Грузовая машина «Газель», груженная мелкорогатым скотом, начинает свой маршрут по центральной части республики. Семья Картоевых в преддверии праздника ГУРБ решила помочь малоимущим семьям, желающим принять участие в жертвоприношении, но не имеющим такой возможности. Фатима Накастхоева гостей сегодня не ждала и о раздаче сага не знала. Когда ей домой привезли барана, она не могла нарадоваться. Мурат Картоев решил присоединиться к раздаче сага малоимущим семьям, но сам лично участвовать в этом не смог, так как находится в Турции. В помощь племяннику раздачу его сага организовал Микаил Картоев, дядя Мурада Картоева. Уже второй день этим делом занимаются. В первый день они охватили семьи Малгобекского и пригородного районов. Сегодня их цель – помочь людям в Назрановском и Сунжинском районах. Мы сначала посоветовались с главной администрацией. Кто остро нуждается, мы не можем охватить много людей, но по мере возможности, насколько мы осилим, вот несколько человек с каждого села, 2 человека, 1 человек, 3 человека, вот так вот пытаемся охватить, насколько получится у нас. И люди, если это в списке есть люди, которые сами обращались, попросили помочь им. Есть люди, которые мы сами выявляли, ездили, искали, убеждали, что действительно нужно. В благотворительный список также попала и семья Кадзоевых. Беслан – дедушка 3 сирот. Его сын вместе с супругой скончались в аварии. Все деньги, которые зарабатывает на своем тракторе, работая по найму, уходят на обеспечение внуков. Провести в этом году ГУРБ у него не получилось бы. Благодаря такой помощи он теперь может провести предписанный в исламе ритуал жертвоприношения. Благородные поступки говорят о том, что милосердие в нашем народе растет с каждым годом. Традиция сильно помогает слабому, а богатый бедному находит все больше сторонников. Примером этому служит недавняя благотворительная акция «Мехсах», охватившая около 5000 семей в преддверии Мархаш. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Асхаб Белокиев, Новости 24.